Я родился после войны, кстати, той большой войны, в 1946 году. Отец был участником войны, вернулся. Он был инвалидом, то есть пальцы у него на ногах были отрезаны во время войны. Так что детство было сложное, конечно. Матери фамилия Думбадзе. Но они по происхождению абхазы. Вот дед у меня был Абдул, который говорит, что наши предки абхазами были, но не махаджирами до этого. У нас было 7 человек, ну, 2 раньше умерли, 5 человек. Значит, мы 3 брата, 2 сестры. Ну, физический труд фактически, значит, переносила, мать переносила. Естественно, хозяином в абхазской семье отец будет всегда. И вот так и было, конечно. Ну, для отца слова это было для нас приказ. И вот, кстати, такой момент. Когда отец, вот вы меня спрашивали насчет переезда сюда, да? Перед тем, как отец и мать нашли общий язык, что они создадут семью, отец такой вопрос задал ей. А ты знаешь, говорит, в жизни все бывает. Если нам, абхазам, скажут, что переехать в Абхазию, говорит, ты переедешь? Ну, она сказала, да, это изначально. Много детей – это будущее нации. Во-первых, дети все заняты. У каждого есть своя какая-то работа, своя, ну, с детства даже идет. Семья, мы в сельской местности, недалеко от города, но все равно в сельской местности, мандариновый сад, там участки там и так далее. Ну, как подрастают дети, у каждого своя работа есть, ответственности больше. Вот дети, например, старший брат всегда смотрит на младшего, и младший, еще младший, сестра там и так далее, и так далее. Я думаю, что это очень хорошо для воспитания тоже. Я записал такой материал у одного. Вот один информатор мне так говорит. Он абхаз, и он второе поколение от махаджиров. Каждая семья, говорит, должна иметь, говорит, 3 сыновей. Ну, каждый отец, мать должны иметь 3. Я говорю, почему 3? Ну, в жизни мало что бывает, говорит. Один сын, говорит, один сын нужен, говорит, Богу. Неизвестно, говорит, когда он заберет его. Второй сын, говорит, государству, чтобы защищать родину. А 3 сын, говорит, нужен семье, чтобы продолжать род, семью. Если Бог разрешит, и все сыновья будут здоровые, говорит, живые, здоровые и так далее, это, говорит, большое счастье. Да, в школе неплохо учился. Ниже 4 у меня был старший брат, ну, он двоюродный брат мой, но мы считали, как братья, у нас не было такого. Вот, например, если мы там, скажем, ачархаз сделаем сегодня, да, мы обязательно должны были понести к ним туда. 2 дома, ну, там метров 100-150, и они к нам. Ну, мы считали, что из 2 братьев, мы считали старший, он старший был, Отар в неделю раз заходил в школу обязательно. Неделю раз заходил и спрашивал. Ну, 4, 5, вот так и шли. С сестрой вместе учились. Экономистом я хотел стать. Но, математику? Ну, математику любил, особенно алгебру. Ну, учительница была хорошая у нас. Ну, она меня хвалила, что тебя там получится, и тогда, ну, математик и так далее. Я говорю, я не знаю, но мне кто-то очень сильно агитировали, чтобы экономистом надо стать, для того, чтобы поднять страну там и так далее. Это было до 8 класса. А вот в 8 классе, когда я столкнулся с этими моими одноклассниками, что начали утверждать, что Сочи – это грузинский город, я сказал нет. Я буду искать материалы об Абхазии.
После окончания школы, знаете, как получилось? Нас было 30 человек. Чтобы в институт поступить, ну, в том году я не стал, потому что я не считал себя, что я готов, что я могу поступить. И в армию призвали меня. Это был уже 65-й год. В сентябре призвали, даже помню число, 20 числа сентября. Ну, я около 3 лет отслужил в Германии. Была такая группа советских войск Германии под Берлином. Служили. Я, кстати, когда туда поехал, я забрал, по истории забрал учебник. Я читал там. И когда поступал, ну, по истории подготовленный был, но более-менее, но пришлось все равно к педагогу ходить, заниматься и по филологии, и по иностранному языку. И поступил в 1969 году в Батумский пединститут. Историко-филологический факультет. После окончания института я начал работать в Батумском профессионально-техническом училище, номер 44 был такой. Это среднее училище было, я преподавал там историю и обществоведение. Директором был вот тот известный потом председатель Верховного Совета Аджарии Аслан Абашидзе. Почему вы хотите говорить на грузинском языке? Правда, на грузинском. Я ответ даю, как я мог, сегодня успеваем, и 28 пускай. И против меня. Сколько человек у вас? 2. Я говорю, хорошо, я тогда одного заберу. Другой же, потому что они экстремели. Сейчас я опять уволен. В 1988 году мне утвердили докторскую диссертацию, и тема, конечно, касалась этнографии абхазов. Я переехал сюда, прикомандирован был на 1 год. Для сбора материалов и ознакомления литературы, естественно, для консультаций при необходимости поработать с Шалом Денисовичем Иналипом. Это был 1988 год, но до этого был у меня такой случай. В 1986 году была конференция, научная конференция этнографов в Сухуми. И вот я там выступил одним докладом. Ну, такой, ну, сейчас молодой кандидат, как говорится. Ничего такого я не считаю, что там я такое что-то сказал. Ну, заседание идет, обсуждение идет, и директор института Георгий Алексеевич Зизария, у председателя попросил слова. Председателем был заседания был Чибиров, вот известный наш, этот, как его друг Абхазии, Людмила Алексеевич. И он начал обсуждать мою работу, мой доклад. Он похвалил и сказал, что в конце, что я, говорит, очень рад, говорит, что впервые я вижу человека, представителя потомка махаджиров с кандидатским дипломом, который выступает на научной конференции. Но когда заседание, там перерыв, и Георгий Алексеевич подошел, с одной стороны, с другой стороны Шалом Денисович, и меня отвели в сторону парка. Ну, институт, где стоял, знаете, да, вот такого морского парка. И Георгий Алексеевич мне так говорит, что, ну, я работал в Батумском институте, старший научный сотрудник, ну, заведующий там лабораторией и так далее. Вот какая зарплата, он все спрашивает, потом говорит, такая зарплата будет, даже чуть больше будет, говорит, должность такая же будет. В Абхазском институте, значит, человека устроить, так скажем, да, необходимо было разрешение взять в Тбилиси, что Тбилиси дал тебе Академия наук, чтобы штат выделил. Абхазия не имела права такое. Я это, говорит, я зайду к президенту Академии наук Грузии, чтобы они мне этот штат дали. И, говорит,
первому секретарю обкома зайду, чтобы говорить, тебе дали квартиру. Ну, сколько детей там спрашивают. Ну, я говорю, большое спасибо, я еще не могу вам ничего не сказать. Но по большому счету я, конечно, хотел в Абхазию приехать. Да, потому что я там видел такую картину, что уже как этнограф, да? Вот, например, человек, умирает старшего поколения, это тот последний человек, который говорил на абхазском языке в этом доме, в этой семье. Потом немножко время проходит, на похоронах приходим, ушел человек, я уже считал, в этой фамилии кто-нибудь говорит еще на абхазском? Нет. Идет страшная языковая пока ассимиляция. Языковая ассимиляция – это есть начало, если не остановить, этнической ассимиляции. Вот вначале язык теряет человек, потом традиции теряет, и потом национальное самосознание теряет. В 1988 году, я хорошо помню, уже директором был Владислав Григорьевич, 27 марта он написал указ. Указ, который написал на основании того, что вот этот штат, который с Тбилиси надо было получить, он получил этот штат, и меня приняли в отдел этнографии. Должность? Старший научный сотрудник. Ну, первая книга моя вышла еще в Батуми вышла. В 1988 году она маленькая книжка на грузинском языке о поселении абхазов в Аджаре. Ну, после этого в Тбилиси выходит книга в 90-м году. Это была диссертационная работа моя. «Семья и семейный быт в Аджаре». Потом выходит книга, мы здесь выпустили в 1992 году, «Абхазия. Документы свидетельствуют», с Баджгури Снатовичем Сагария, Палико Пачулья. Совместно мы выпустили эту книгу. Ну, такая резонансная книга была, потому что нас упрекали в том, что вы откуда-то приехали в 17 веке. Ну, это для науки, конечно, неприемлемо все это, но вместе с тем они открыто выступали, книги выпускали, брошюры выпускали. Ни одна газета не выходила на грузинском языке, где не говорили о том, что абхазы пришли народ, а грузины местный народ. А мы это хорошо все знали, но вместе с тем надо было доказать, еще раз доказать, может, 10-й раз доказать о том, что это не так. То, что мы отвечали по телевидению, по радио и так далее, это недостаточно было, видимо, для них. И нам пришлось эту книгу выпустить. И там есть конкретные данные о том, что кто откуда приехал, какая фамилия откуда приехала. И вот тогда приходилось сказать уже с помощью книги о том, что это население приехало из Западной Грузии. Пофамильно. Вот здесь есть списки из архива. Но дело в том, что когда у нас были на переговорах, когда приезжали, ну, еще во время войны, есть такой историк Джемал Гамахари, который работал в Абхазском университете раньше. Ну, после разделения университета
он перешел в тбилисский филиал, и вот он был в одной делегации, мегрельской делегации. Такая организация была там, он видели. И он, кстати, там передал о том, что вы, говорит, передайте вот этим составителям этой книги, что Тамаз Надаришвили дал указание специально, чтобы сожгли Абхазский институт и Абхазский государственный университет из-за того, что вышла эта книга. Ну, чуть больше 20 книг и брошюр. Но как-то выделять эти книги я не хотел бы из-за того, что они в свое время какую-то функцию свою выполняли, и за это, если такого стремления нет, конечно, ты не напишешь эту книгу. Ну, вы хорошо знаете, что такое, как писать книгу, но я бы хотел выделить вот эту книгу, потому что здесь я все-таки в какой-то степени объединил вот те материалы, ту литературу, значит, с которыми я ознакомился со стороны студенческих лет и так далее. Это этническая история Абхазии 19-20 века. Это докторская диссертация моя, но я над этой книгой работал, ну, как говорится, можно сказать, долго, ну, 20-30 лет, может быть. Как получилось так, что вы занялись наукой? Знаете, как у нас дома, ну, такого вечера не было, чтобы не собирались у нас представители старшего поколения. Где я родился? Это был село такое есть, ну, раньше называли Махмудия, потом назвали Ферия. И вот там собирались абхазы, в этом селе в основном абхазы проживали, в основном из Садской Абхазии. И каждый вечер собирали, и я, конечно, это сидел и издалека слушал. И я интересовался, что вот мы абхазы, у нас другой язык, а там другие живут, грузины, там греки жили, у них другой язык. А почему так получается, что Абхазия там, и мы здесь находимся и так далее. Но потом, когда я в школе, у меня был конфликт с моими одноклассниками по поводу города Сочи. Вот мои товарищи говорят, вот Орджоникидзе говорит, город Сочи передал русским. А то это, говорит, наша земля, грузинская земля. Ну, я в 8 классе тогда учился, я ничего не сказал. Я пришел, спрашиваю у отца. Ну, такой вопрос задаю, Сочи. Сочи, во-первых, это не Сочи, это Шача, говорит, по-абхазски. И он назвал, 3 фамилии назвал, представителей которых проживали среди нас, среди батумских абхазов. Ну, других я не могу назвать, говорит, которые были из Шача. Я даже помню фамилию Кшиндба, сегодня живут там, Кишлиба и Чазма. Потом я прихожу в школу, я уже вооруженный, как говорится, информация и все. И они нет, это ни в коем случае, это грузинская земля. Грузинская земля доходит до Никопсии. Вот как передавали, ну, дети, что они же специально не изучали, ну, как родители говорили, так и, значит, пришлось. Потом так получилось, что вот история, вот именно история. У меня был учитель, который, я не знаю специально, на зло или на что, не знаю, спрашивал каждый день. Вот по истории, например, я знал, что обязательно он будет меня спрашивать. И вот так получилось, что я историей начал больше интересоваться. То есть благодаря Да, преподавателя. И, кстати, и он потом говорил, что когда я уже поступил, я знал, что у тебя что-то есть, говорит, там исторически что-то есть. Поэтому я тебя спрашивала. Да, поэтому, ну, не знаю, он так хотел, или так это было, или нет, не знаю, но вот так и получилось. Ну, скажите, а говорят, вообще наукой заниматься это скучно.
любое дело хочешь, чтобы любили это дело, да? Если ты любишь, вот если интересуешься, если никогда интереса не будет, ничего не получится. Иногда так бывает, я здесь сижу, а туда зовут, что ужин, проходит это ужин. Но есть момент, что не оторвешься. Если интерес есть, тем более, что вот в наших условиях, вот, например, вот сколько сделали наши историки, да? Дзизария, Иналипа, Анчабадзе, Трапш, многие другие. Но, как я смотрю, они очень многое сделали. Но еще больше надо делать. А что еще больше делать, наверное, 100-летной жизни человека не хватит. Поэтому надо воспитывать молодых, которые продолжили бы наше дело, это общее дело. Тем более, когда нам говорят, что это не ваша земля. Надо отстаивать землю не только с оружием в руках, надо отстаивать землю и с помощью науки. Вы выдвигались в парламент. Да. Зачем вам это нужно? Зачем? Мне попросили друзья мои. Это был 96-й год. Вот второй созыв. Ну, определенный опыт имел. Я думал, что чем-то могу помочь в строительстве нашего государства. И работал так, как мог работать. Здесь посидим. 70 лет. Это много? Ну, по правде говоря, я об этом вообще не думал. Мне некогда думать о том, что мне 70 или сколько-то лет. Я думаю, что это и много, и мало тоже. У меня очень много дел. И семейные вопросы. Я должен свадьбу сыграть своему сыну. Я должен несколько книг написать. Я должен, чем я могу, оказать помощь, чем я могу, конечно, в строительстве государства. Как вы думаете, так в чем смысл жизни? Воспитывать детей, молодое поколение. И чем можешь помочь своему народу. Чем можешь, конечно. Мы должны объединить свой народ. Мы разбросаны по всему миру, народ. Один из тех народов, не так много таких сегодня. Один из тех народов, которые разбросаны, мы должны объединяться. Наша идея, национальная идея должна быть самосохранение и саморазвитие абхазского этноса. Если мы будем заниматься, например, строительством или созданием экономики, вообще как экономики, да? Такая экономика нам не нужна, если экономика не принесет пользу моему народу. Рокфеллера можно сюда привезти, и через 2 года, я не говорю много, 1,5-2 года Абхазия будет процветать. Но это не наша Абхазия будет, это будет чужая Абхазия. Мы будем как гостями, и может еще хуже. Рабами. Да, рабами, может быть, да. Чтобы этого не случилось, мы сами должны строить свое государство. Вот когда говорят, что мы ничего не можем, мы не способны,
Вот там, скажем, в той же правоохранительных органах говорят, что мы это не можем порядок навести, мы не можем свою экономику строить. Это все неправда. Это говорят те люди, которые или ничего не хотят делать, или просто не знают, не умеют делать. Вот когда война началась, кстати, да, так и говорили. Мы разве можем, не все, конечно, говорили, что мы разве можем воевать против 5-миллионного грузинского народа? Мы на 100 тысяч человек. Но когда человек сам начинает, сам вот обороняется сам, да, тогда и находит он средства, как должен обороняться. И другие тоже помогают тогда. Вот наши братья Северного Кавказа пришли из-за того, что увидели, что абхазы сами воюют, сами защищаются, сами обороняются. Если этого они не увидели бы, к нам не пришли бы тогда. У меня 2 внука, 1 внучка. Они все любимые, я не могу их отличать. И еще 3 правнуков. Всех одинаково люблю, как могу. Работа – это жизнь. Если я работать не могу, значит, плохо дело тогда. Я вообще, в основном, я дома работаю, конечно. Ну, все научные сотрудники так поступают, дома работают. Если я, например, я что-то не написал, я что-то не сделал, я что-то не прочитал, я чувствую себя очень неуютно. А это мне вдохновляет. У нас научных работников, пенсионеров не бывает. Пенсионерами, наверное, когда туда уходим, тогда будет.